Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. У кого вы не выходите из головы, кто ежедневно, постоянно думает о вас. Никого не загадывайте, песочек сам все увидит. Просто загадайте на себя. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, тут какой-то страдалец вышел. Очень много людей его окружает. Прям очень много. Как будто бы хочется ему одиночества, но одиночество ему и не светит. Очень много людей. И еще какая-то женщина с такими, вы знаете, холодными, хищными глазами. А еще у нее какая-то улыбка кривая. Либо это какая-то саркастическая улыбка, либо у нее что-то не так с лицом, какой-то перекос есть. Кривая улыбка. Очень нехорошая эта женщина. Деньги любит, просто жить без них не может. Ради денег на все готова, на все пойдет, ни перед чем не остановится. Так, мужчина явно вам знаком. Мужчина, который вас обидел, либо как-то, знаете, несправедливо с вами обошелся. Вот еще почему-то так идет, да, несправедливо. Но опять же, это цепка общая, вы все разные. Вот у кого-то точно что-то вот с работой может отыграться, связанное, да? Что какая-то крыса перебежала вам дорогу, на вас, скажем так, грязь вылила, вас могла подставить, оболгать. И, например, этот мужчина, он ваш начальник был, бывший начальник. И он эту крысу послушал, несправедливо с вами обошелся. И вы уже там не работаете, а без вас все как стало, да? Без вас ничего не получается, потому что вы были единственным экспертом, вы были единственным грамотным сотрудником, честным, порядочным, ответственным, профессиональным. Это прям для кого-то 100%, для кого-то одного идет. И еще у кого-то может отыграться, что мужчина, который, допустим, за вами ухаживал, либо у вас даже были отношения, но вот эта женщина с кривой улыбкой, с холодными хищными глазами, вот она могла его на себя не то чтобы перетянуть, скорее она, опять же, на вас наговорила. Наговорила такое, но мужчина поверил. Почему он поверил ей, а не вам? А может, он даже вам не дал слова сказать, просто ей поверил и обидел вас, а вы уже ничего не стали доказывать, как, знаете, дурачку ничего не докажешь. И опять же, это очень обидно, если любимый человек тебе слова не дает сказать, да, и верит совершенно другим, посторонним, чужим людям. Вот как-то так мне еще идет. Вот вокруг него люди, а ему противно с этими людьми, они все его раздражают. Вот с кем бы он хотел оказаться рядом, так это только лишь вы. И опять же, знаете, вот идет еще желание попросить у вас прощения, да, перед вами раскаяться. Но все-таки отсыпка общая, то есть и так может отыграться. Давайте я еще на картах посмотрю, что скажут оракулы. Такая энергия, знаете, вот у меня даже начала как голову тянуть. Усталость какая-то навалилась и голову тянет. Вот как, знаете, растяжение какое-то в голове. Может, у мужчины мигрень, либо давление скачет тоже может быть. Почему-то вот усталость очень сильная. И, знаете, еще такое обреченное чувство, что типа все пропало, да? Все пропало, ничего назад не вернуть, ничего не остановить, не возобновить.
И как бы так оно и будет. То есть, скорее всего, до этого мужчины дошло, что он был неправ, да, что он плохо с вами обошелся, что он был несправедлив с вами и что стал жертвой обмана. Ну, типа сам дурачок, да, потому что так легко поверил в обман. Но я же говорила, женщина. Здесь женщина роковую роль сыграла. Вот если бы не она, то все бы у вас было хорошо. Карта аисты. Кстати, свободно может говорить про работу и коллектив как семья. И также, да, возможно, вы шли к тому, чтобы стать семьей. Вот любовь между вами была. Вмешалась лиса. И как бы случилось то, что случилось. Каждый пошел своим путем. Еще у меня идет, что вы про этого мужчину стараетесь не думать, потому что вам противно. Даже не больно, а просто противно. Противно, что с вами такое произошло. Противно, что вы на такого, как он, тратили время, допустим, да, вы на него работали. Противно, что вы надеялись на него, если вы были в отношениях, что любила, да, вот как-то противно вам. Почему-то чувство брезгливости противно, да. Ну, может, если другой загулял, да, то вам стало противно. То есть он мог вас обвинить в том, что вы, скажем так, с другими мужчинами, при этом сам загулял с другой и поверил в этой другой. Ну да, брезгливость и чувство, что противно мне. Так, чего же хочет этот человек? Чего хочет? Наказания. Он хочет наказания, может, он мазохист какой-то. Так, он хочет, чтобы ничего этого не было, чтобы все это, знаете, как вымести из вашего сознания, из его сознания. Понимаете, ему тоже хочется это все забыть, потому что он прям гложет, совесть гложет. Хочется как с чистого листа начать, хочется вот обрести крылья и прилететь к вам. Ну, обманули, как ребенка обманули. А он и сам как ребенок, да, обманываться рад. Кстати, может, это и не соперница была, может, это его, не знаю, мама. Мама, либо какая-то другая родственница, женщина. А может быть, да, действительно соперница, либо конкурентка, да, на работе, которая ради денег была готова, не знаю, душу продать просто. Вот лишь бы занять должность, лишь бы устранить вас как конкурентку, либо чтобы все деньги себе прибрать, да. Тут даже мама могла быть жадная до денег. Скажет: о, сейчас сын женится, все деньги жене будет отдавать, а я типа что, да, я тоже хорошо, красиво жить хочу. Не для этого я мальчика рожала, да. Пусть меня содержат. Пусть все мне отдает. Такое тоже, к сожалению, бывает. Не знаю, в каком-то возрасте происходит, но бывает. Бывают мамы липучки, бывают мамы ревнивицы. Мне вот тоже, как маме сына, мальчика, интересно, в каком возрасте это приходит и почему это приходит. Да, не повезло. Вам очень сильно не повезло. То, что мужчина такой придурковатый попался, глупый, как ребенок, и что его так легко было обмануть. Но опять же, знаете, не бывает дыма без огня. Да? Может быть, он до этого пострадал в других отношениях, либо у него были нечистоплотные сотрудники. Может, очень качественно были сфабрикованы доказательства против вас. Ну вот что-то есть. Что-то есть. Но он все раскопал. Мне идет, что он все узнал. Он узнал всю правду. Он узнал, что он был неправ, что он ошибся, что он вас обидел, что он потерял. Он потерял. Именно он потерял. Вот, это понятно. Вам не хочется о нем думать, вспоминать. И это последний человек в мире, кого бы вы хотели увидеть. Вам не нужно его прощать. Вам в принципе не надо ничего про него знать. И даже если вдруг он появится, то вы не опуститесь до того, чтобы с ним общаться. Слишком сделал больно, слишком было все несправедливо. Поэтому точно нет. Что касается этой лисы, женщина с хищными глазами, с кривой улыбкой,
она и его продаст. Будет выгодное предложение, она и его продаст. Причем за недорого, лишь бы деньги дали. Там она, знаете, вот за любую копеечку давится эта женщина. Да. Ну, что есть, то есть, девочки. Ну, вот вышел такой фрагмент, он вышел в начале, в корне, вернее, рисунка. То есть этот человек постоянно думает, совестно, больно. И, ну, ничего не исправить, да, ничего уже не исправить, и навряд ли вы станете с ним общаться. Даже если вы его простите, даже если там про все забудете, вы навряд ли будете общаться, потому что вы себя любите, потому что вы ценность свою ощущаете и не на улице себя нашла, да, чтобы вот прощать, забывать и прочее. Дальше. А о вас постоянно думает какой-то немолодой мужчина, ну, относительно вас, я так понимаю, что постарше мужчина. И этот мужчина, он какой-то другой. Может быть, он иностранец, может быть, он другой расы, другой национальности, да, другого вероисповедания. Также может быть разный образ жизни, да? Разные. Вот вы очень разные, но этот мужчина о вас думает. С этим мужчиной вы, возможно, всего лишь несколько раз в жизни виделись, либо у вас вообще был один разговор, либо одна встреча. Никак это на личное не похоже. Но вот прям запаливает этому человеку в душу, особенно ваши прекрасные глаза. Что-то есть в ваших глазах, но для мужчины там целая вселенная, да, целый мир. И вот, может, он даже смутно помнит целиком ваш образ, но вот глаза он помнит во всех деталях. Что-то в ваших глазах настолько его к себе примагнитило, что вот он даже, знаете, чуть ли не болеет вами, да, ходит по улицам и всматривается в глаза женщин, которые идут навстречу, либо рядом проходят. Это просто уже до смешного. И он не понимает, что это такое, да, почему я о ней постоянно думаю, почему эти глаза меня преследуют. Кстати, ваши глаза, возможно, ему снятся, либо он там пытается нарисовать ваши глаза. И этот мужчина, он чуть ли не молится, да, вот такое желание сердца еще раз вас встретить, еще раз вас увидеть. Но хоть мельком, да, хоть издалека, вот прям очень-очень хочется. Мужчина, он как бы, ну, не мальчик, да, не подросток, и он не понимает, почему так происходит. У него были женщины в жизни, их было много, они были разными, но вот только лишь ваши глаза его зацепили. Он знает ваше имя, знает, да. Глаза зацепили. Давайте посмотрим, будет ли что из этого, найдет ли он вас. Мне почему-то еще кажется, что судьба специально не дает вам встретиться, ну, ему с вами встретиться. Может, это какая-то проверка, либо именно так появятся настоящие чувства у него. То есть мне он идет, знаете, каким? Таким вот прожженным до глубины. То есть он уже все повидал, все попробовал, ему уже ничего не интересно. Он там в такие глубины нырял, что там обычному человеку и не снилось. И тут на тебе, да, увидел ваши прекрасные глаза и начал тонуть в них. То есть, возможно, судьба такому человеку, который приелся, да, хочет показать, что есть прекрасное еще, то, что ты не знаешь, то, что ты не видел, то, чего ты не чувствовал, да, может быть так. Ну, сейчас я попробую посмотреть. Ну да, искушенный мужчина в жизни, очень искушенный. У него, кстати, возможно, не один брак даже за плечами. То есть как несколько раз женат был, может, там женщин часто достаточно менял. Я же говорю, у него были разные женщины. Вот все было, а любви у него в жизни еще не было. Настоящей любви не было, настоящей семьи не было. И, возможно, он такой, знаете, вот как ценитель женской красоты, гурман, но судьба хочет показать, что красота — это еще не все, да, и красота настоящая, она гораздо глубже, чем внешность. Мужчина сам по себе такой вот, знаете, одинокий волк, да, либо одинокий пес. У него свои принципы, свои правила,
И, возможно, этот мужчина так и решил, что, типа, буду один, да. Ну, зачем мне это все? Я уже там был много раз, я уже все видел. Ну, типа, зачем мне это все? А судьба такая, говорит, не загадывай. Видел, какая красотка? Видел, какие глаза прекрасные? Да, да, так именно и начинается настоящее притяжение, настоящая любовь. Давайте посмотрим, будет ли встреча между вами, да? Может, не сейчас, может, потом, когда-нибудь, когда он полностью там влюбится, забудется, потеряется. Опять его карта выходит. Как мешай, не мешай, да, все равно карта выходит. Ну, явно вы друг другу по судьбе. Встреча у вас будет, но не скоро. Прям не скоро. Судьба не будет давать вам встречи, пока мужчина не созреет, не будет готов. Он сейчас вот волк-одиночка и башня. То есть человек, который категорически отрицает там, любовь, семью, отношения. То есть он такой, ну типа не мое, да, я уже устал от всего этого. Да, и судьба, крест вышел, его воспитывают. Когда вы станете его путеводной звездой, вот тогда встреча состоится, когда он будет полностью готов, когда он со временем полностью влюбится в ваши глаза и, соответственно, в вас, вот тогда встреча состоится. Ой, ну что есть, то есть, да. Не дает судьба сейчас встречи, не дает ему, его отвлекает и вас отвлекает. Но вы не думайте об этом мужчине, он не произвел на вас впечатление, либо вы, в принципе, да, как-то не рассматривали его как потенциального партнера. Может быть, какая-то встреча деловая была, может, вообще это какой-то доктор в поликлинике, либо где-нибудь там. Может быть, это какой-то специалист, скажем так. Ну, если специалист, то он достаточно крутой человек. То есть он живет гораздо лучше, чем вы. Он гораздо больше владеет, имеет пресыщение, понимаете? Вот настолько у него все есть, что он уже пресытился этим всем. Вот. Хотя сам по себе человек, он очень адекватный, очень такой умный, человек, который, возможно, сам себя сделал, да, либо то, что ему по судьбе было дано, он как-то приумножил, еще мне идет информация. На вас впечатления особого не произвел. Возможно, вы, если увидите, то не сразу вспомните. А вот он вас сразу вспомнит, потому что ваши глаза просто отпечатались у него в сознании. В его сердце ваши глаза отпечатались. Не знаю, почему именно глаза, но вот показывают глаза. И еще, мои хорошие, показывают, ну не знаю, это животное. Вы меня простите, но это реально животное. Животное не молодое, да? То есть это уже взрослый кот, либо взрослая собака. И вот хотите верьте, хотите нет, но вы никогда не выходите из головы у вашего домашнего любимца. У кого-то еще может отыграться, что ну так вышло, да, что вы сейчас не рядом со своим домашним любимцем. И там, что уехали, на отдых уехали, либо просто в гости к кому-то поехали. И ваше животное о вас думает. А у кого нет расставания с вашим животным, то ваше животное как бы полностью сконцентрировано на вас, и вы для своего домашнего любимого хвостика целый мир. Вы и мама, и папа, и целый мир. Это прям настоящая любовь. И вы для своего любимого хвостика, вы целый мир. Когда вы просто уходите из дома, мир заканчивается, да, это катастрофа. Очень сильно скучает по вам ваш любимый хвостик. Будь то кошечка, будь то собачка. И я думаю, что вы это тоже знаете, вы это понимаете. У вас какая-то особая связь. И, сложно объяснить, да, что это за связь, но она есть. Она есть, и она как будто бы все крепче и крепче становится. Слушайте, это так мило, это так... прям, знаете, хочется расплакаться, да, так трогательно. Да, ваш любимый хвостик очень-очень любит. Когда вы уходите, хвостик очень переживает. Потому что, не рядом с вами, да. Вашему хвостику хочется быть всегда рядом с вами. Либо чтобы вы всегда были рядом с ним. Собачки в этом плане, они более такие вот, да, любящие, показывающие любовь. Кошки, коты, они менее показывают. Хотя показывают, да. Но
И кошки и собаки по-настоящему умеют любить. Любить сильнее даже, чем мы, люди. И такая любовь, она самая ценная, она самая дорогая. К сожалению, наши любимцы не так-то долго могут жить. Да, их продолжительность жизни, она, ну, скажем так, ограничена, да, к сожалению, опять же таки. Но, тем не менее, вот ваше животное вас очень сильно любит. И постоянно в голове, вы постоянно в голове у вашего животного. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.